активирует скрытые возможности подсознания. Однако главное – это глубинное духовное воздействие музыки. Она озвучивает голоса нашей души, совести и воли, оживляет творческие силы. Так замечательно высказывался о музыкальном восприятии врач и музыкальный терапевт Владимир Михайлович Элькин, портрет которого вы постепенно увидите. Врачи далеких времен указывали на благотворное влияние музыки на психическое состояние людей. Это Гиппократ и Гален. В те далекие времена в обязанности каждого врача входило обязательное владение игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте. Потому что ведь медикаментозная медицина расцвела только в 20 веке. А в те времена были другие методы лечения людей. Один из них – музыкальная терапия, терапия искусства, арт-терапия. Она была развита в те времена. Об этом высказывались и великие мыслители античности – Сократ и Аристотель, Платон и Пифагор. Музыка создает такой порядок и гармонию в душе человека, какой царит в космосе. Это высказывание Пифагора. Мы-то его знаем как великого математика и философа, в первую очередь. Но не очень известно, что это был музыкант, который исследовал не только звуки, которые окружают нас на Земле, а он исследовал планетарные тоны. Звуки, которые издают планеты. Вот этим занимался Пифагор. Таким образом, хорошая музыка является средством терапии и психологической коррекции состояния людей. Научные исследования в области музыкальной терапии относятся к концу XIX века. А в нашей стране в первой половине XX века первые исследования известны у физиолога, великого нашего талантливого физиолога Владимира Михайловича Бехтерева, психологов Бориса Герасимовича Ананьева и Льва Семеновича Выгодского. Смотрите на их лица. Вдохновенные лица какие этих людей. Вот их интересовало, кроме всех вопросов по психологии, их множество, огромное множество, их интересовало влияние музыки на духовное развитие, психическое, главное, здоровье. В наше время, в последние 40 лет, у нас, в нашей стране, музыкальная терапия, музыкальная коррекция, она стала развиваться гораздо позднее, чем в Европе. Лет, наверное, на 50 позднее. Первые опыты музыкальной терапии были, они относятся к исследователям и практикам Америки после Второй мировой войны. Они спасали людей, которые очень серьезно пострадали в этой войне. И возникла у них ассоциация музыкальных терапевтов. А у нас этого не было воздействия. Вот в нашей стране сейчас корифеями музыкальной терапии являются великие люди. Это очень интересные люди. Они все музыканты, владеющие инструментом, все. И все они, кто-то врач, а кто-то психолог. Ну, например, вот Валентин Иванович Петрушин, пианист, который закончил Московскую консерваторию, является доктором педагогики и профессором психологии. И занимается он музыкальной терапией. Вот это Владимир Михайлович Элькин, врач-инфекционист и пианист. И вот он занимается музыкальной терапией всю свою жизнь.
врачи. Это Сергей Баганович Шушарджан. Он певец. Он пел в Большом театре в Москве. Сначала он закончил консерваторию. Нет, сначала он закончил мединститут. Вообще это уникальный случай. Вы знаете, все музыкальные терапевты по первому образованию, они все музыканты. Только второе образование у них медицинское или психологическое. Вот у него у единственного наоборот. Он доктор медицинских наук, после чего он закончил консерваторию и пел в Большом театре. И у него написана потрясающая монография «Музыкотерапия. Резервы человеческого организма», 2000 год создания. И это Михаил Львович Лазарев, который занимается с беременными женщинами, родивших детей, не родившихся, и с их детьми после рождения. Его интересуют психические функции детей, которые формируются и уже функционируют еще до рождения. Вот он этим занимается. Он врач-педиатр, доктор медицинских наук, и он хоровой дирижер, и он композитор. Это Юсфин Абрам Григорьевич, музыковед, этнограф, собиратель народных песен и музыкальный терапевт. Удивительно глубокие исследования влияния музыки на когнитивную сферу людей. Александр Сергеевич Клюев, доктор философских наук и пианист, тоже закончил Московскую консерваторию, занимается музыкальной терапией. И вот сейчас, в последнее время, президентом Ассоциации музыкальных терапевтов является Алла Владимировна Торопова. Она музыковед и доктор педагогических и доктор психологических наук. Такие люди в нашей стране занимаются музыкальной терапией. Конечная цель всей музыки – служение славе Божией и освежению духа, так думал Иоганн Себастьян Бах. Это композитор, вот гений из гениев. Он мой самый любимый композитор. Не только композитор, органист, великий педагог. А отец, у него 20 детей. Из его семьи вышло 4 композитора, которые были более известны, чем их великий отец в те времена, когда вот они жили. И у него учились все композиторы, последователи последующих эпох, и учатся до сих пор. Сицилиана – это итальянский танец. И в жанре, надо полагать, от слова «Сицилия». И вот в этом жанре звучит медленная часть сонаты Баха для флейты и клавира. Вот этот инструмент, который вы видите, беленький, в те времена он назывался другим словом – клавир. Сейчас мы услышим медленную часть этой сонаты. На флейте играет Елена Лапшина. За фортепиано – аз. Звука
Суть терапевтического влияния музыки – это несколько каналов воздействия на здоровье человека, на его психику и дух. Первый – то, что мы видим, это нам легко заметить и почувствовать. Это эмоции, психическая сфера человека, влияние на настроение, которое обеспечивает состояние психофизиологическое. Второй канал воздействия – это жидкая среда вокруг, которая нас окружает, вода. Речь идет только о живой воде. И это жидкая среда организма, а у нас воды ведь много, 70% воды у взрослых людей, а у детей больше ее. И вот эта вода, она воспринимает информацию, любую информацию. Это звуки, еда, общение с людьми разными. И это музыка в том числе. Вот есть два удивительных исследования, первое из которых проводил Масару Эмото, японец, который живет в Америке, и который изучает кристаллическую структуру воды в ответ на разные воздействия, в том числе музыкальные. И вот сейчас мы увидим кристаллы и обратим внимание на кристаллы очень красивого цвета, серебристого или золотистого, правильной шестиугольной формы. Это здоровье, то, что мы сейчас видим. Если человек болен, или он обижен, или он услышал плохую музыку, вредную музыку, то его жидкая среда, вот его вода внутри, она не может образовать кристалл даже. Это свидетельство нездорового состояния, психофизиологического состояния. Другой исследователь, его зовут Зенин Валентин Станиславович. Он исследует молекулярную структуру воды, тоже в результате разных воздействий, в том числе и музыкальных. Давайте обратим внимание, слева неструктурированная вода. Представим себе, что она внутри нас, и не только в стакане, который стоит вот на столе где-нибудь, а вот внутри нас есть вода. А теперь мы послушали симфонию Моцарта, номер 40, например. И вот молекулы стали иметь вот другой вид, структурированная вода теперь. На одной из научных конференций этот человек выступал, это было в Москве, и я помню, как он провел исследование просто на наших глазах. Это было удивительнейшее явление. Два добровольца из зала, он исследовал их внутреннее состояние, имеется в виду вода. Потом был перерыв на конференции, она длилась с утра до ночи. И перерыв составлял час. И в этот час был приглашен симфонический оркестр и два певца. И такие конференции больше не существуют. Только по музыкальной терапии можно такие конференции наблюдать. Чтобы звучал симфонический оркестр. Но там люди поют, танцуют. Таких конференций больше нет. Вот мы послушали симфоническую музыку, после которой она звучала минут 40. Он снова исследовал внутреннее состояние воды этих людей, и мы вот увидели вот эту разницу. Я была потрясена этим исследованием. Кто он? Он биолог, химик и философ. Этот человек. Третий канал воздействия – это вибрационный резонанс. Что это такое? Вибрация. Звук, звуковая волна, достигая органа нашего слуха,
вызывает ответную реакцию мозга на раздражитель. Вот раздражителем является звук. И что такое резонанс? Наши внутренние органы все колеблются тоже. Ну, микроколебания, которые мы можем не чувствовать, вообще о них не знать. Об этом знают врачи только. Так вот, одна и та же частота у звучащих или колеблющихся тел – это и есть резонанс. Если он есть, нам нравится музыка, нам нравится голос человека, который с нами разговаривает, вот тембр его голоса. Он нам подходит, потому что возникает этот резонанс. Если его нет, нас что-то раздражает в звуках. Главный слушатель, оказывается, это вода у нас, потому что она очень чувствительна к вибрациям. Когда ты музыки касаешься перстами, как Божий Дух касается воды, сияние возникает между вами, мелодии небесной красоты. Сейчас вы услышите музыку Иоганна Себастьяна Баха, который написал произведения во всех существующих тогда жанрах. Одно из них называется «Страсти по Матфею». Страсти – это страдания. Страдания Христа, которые рассказывает евангелист Матфей. Есть ария альта, который повествует от имени Петра, апостола Петра. Мы помним, может быть, вот эту библейскую сцену, когда учитель Иисус обращается к Петру. Не пропоет петух 3 раза, как ты отречешься от меня. А Петр в слезах. Он даже не может себе представить, как он может отречься от учителя. Он не верит этому, тому, что говорит ему учитель. Тем не менее, это происходит. И вот ария покаяния, по-моему, это самое великое в области покаяния, раскаяния. Господи, ради моих слез помилуй меня. Прости за все. Эту арию исполняет 3 человека сейчас. Вступление к ней, довольно большое вступление, играет скрипка, как человеческий голос. С моей точки зрения, вот музыканта и человека, я очень люблю эту арию. По-моему, она самая лучшая ария о любви человека к человеку. Вот на скрипке играет Дмитрий Федоеев. Он будет сопровождать голос, а поет Галина Петрова, а играет на фортепиано Анна Киселева.
Самая целебная музыка – это музыка духовная, то есть хоралы, песнопения, которые мы слышим в храмах. Это классическая музыка, которая живет века. И это народная музыка, народное музыкальное творчество, потому что она дает правильные, красивые кристаллы, серебристые, золотистые, мы их видим, правильные шестиугольные формы. А вредная музыка – это тяжелый рок. Это слишком громкая музыка, которая превышает порог звуковой чувствительности. Это музыка, которая не соответствует состоянию, психофизиологическому состоянию в данный момент. Она вибрационно, видимо, не подходит. Самыми целебными звуками являются звуки, например, тибетских чаш. Послушайте, как они звучат. Это тибетские поющие чаши. Их родина – Гималай. В медитации эти звуки создают гармонию связи обеих полушарий мозга. Суть этого воздействия – это резонанс с вибрациями планет. Автор этого исследования – это швейцарский астрофизик, музыковед Ганс Кусто. Вот он слева. Который использовал учение Пифагора о звучании планет. И Иоганн Кеплер. Этот исследователь жил на рубеже 16-18 века. Он математик, который занимался астрономией. Они пришли к выводу, эти ученые, что высшие культуры Земли имели в своей основе музыкально-планетарные тоны. То есть музыка этих высших культур, которые нам известны, европейская культура, например, не только она целебная, эта музыка, потому что она божественная, планетарный тон, она от Бога. Еще считается целебным звук гонга. Так он звучит, этот звук. Долгий такой протяженный звук. А красивый какой гонг. Это звуки бамбуковых флейт. Древний инструмент. Эти инструменты, гонги, флейты и чаши Тибета, они настроены на тоны Луны, Земли, Солнца и Венеры. Вот об этом высказывался, в частности, Пифагор, об этих тонах. Следует сказать вам еще об одном уникальном совершенно инструменте – это колокол. Известны были случаи, когда… Вот сейчас послушаем, как звучит колокол Мусорского.
начале оперы, во время коронации Бориса на царство, вот дал эту сцену, это короткое звучание. Это так симфонический оркестр передает звучание колокола. Я помню, как-то на одной тоже из конференций было удивительное исследование, оно очень интересное, колокольного звона и вот целебного звучания. Оказывается, там есть такие звуки, которые мы слухом не воспринимаем, но наш организм воспринимает. Эти звуки действуют настолько целебно, что было замечено. Были случаи, когда колокольный звон удерживал человека от преступления. Колокольный звон губительно влияет на бактерии. Во время эпидемии чумы, это было время царства Ивана Грозного, колокол звонил 3 дня в Москве, день и ночь. Эпидемия закончилась за 3 дня в Москве, а везде продолжалась. Эта сцена, показанная в фильме «Иван Грозный». Есть там эта сцена, вот мы можем вспомнить. Вот что такое колокол. Такие целебные звуки. Умолкли музыки божественные звуки, пленив меня на миг своим небесным сном. Во след моей мечте я простираю руки. Пусть льется песня вновь серебряным дождем. Как выжженная степь ждет ливня и прохлады, я страстно звуков жду, исполненных отрады. Алессандро Марчелло, композитор эпохи барокко, это 17-18 век, итальянский композитор. Но в первую очередь он был философ, математик и поэт, а композитором он был любителем. Иногда его путают с его родным братом Бенедетто Марчелло. Так вот, то, что сейчас вы услышите, это медленная часть адажио. Слово адажио, итальянское слово, означает медленный темп в музыке. Медленная часть гобойного концерта для гобоя с оркестром в переложении для виолончели и клавира. Вот клавир в данном случае за оркестр. Эту музыку очень любил Бах. Он тоже ее мечтал играть. И он переложил ее для клавира. Он играл ее на клавире. А сейчас вы услышите ее в исполнении виолончели с фортепиано. На виолончели играет Надежда Михайловна, а на фортепиано Евгений Распутин.
создавал мир. Так говорил о музыке эпохи барокко, в том числе о музыке Баха, Генрих Густавович Нейгаус. Это великий пианист и педагог, который жил в начале XX века в нашей стране. Высшее проявление красоты на Земле в любви людей друг к другу. И для выражения этого чувства, этого переживания в музыке, в романтическую эпоху, то есть XIX век, композиторы не случайно выбирали тональность ре-бемоль-мажор. Из мажоров это моя самая любимая тональность, потому что она минорно звучит как-то для меня. И парадоксально это, минорный мажор. Но он такой мягкий. И в этом мажоре не случайно звучат многие произведения о высшей любви людей. Например, музыка Шопена, 8-й его ноктюрн, 15-я прелюдия. Музыканты, которые здесь есть, они, может быть, помнят эту музыку. Это утешение Листа в любимом мажоре, все любви, утешение. Это ария Татьяны Лариной, «Кто ты, мой ангел и хранитель, или коварный искуситель». Она тоже в ре-бемоль мажоре. Это музыка о любви, высшей любви. И вот сейчас в этой тональности вы услышите арию, которую поет Хазе. Композитор Жорж Бизе, французский композитор-романтик, написал оперу «Кармен». Хазе держит цветок, который несколько месяцев назад, вот он его хранил, Кармен бросила ему, сказав: «А цветок-то заколдован». И вот Хазе хранит этот цветок и поет ей о любви. И это не та любовь, которую мы наблюдаем как земную страсть. Вот это божественная любовь, она в ре-бемоль мажоре. Жорж Бизе, ария Хазе, ария с цветком. Исполняет Николай Калашников и Татьяна Витушкина. Его сопровождает. Совесть
слушаешь такую музыку, то приходит невольно мысль, что любовь бессмертна, и она ни от чего не зависит. Так как же мы воспринимаем музыку? Как мы ее понимаем? Ведь это самое сложное для восприятия из всех искусств, потому что она абстрактная. В инструментальной музыке нет текста, нет зрительного образа, а смысл есть. Вот если в музыке нет смысла, то есть то, что люди называют музыкой, то и звуки – это не музыка. Это музыкой назвать нельзя будет, если там нет смысла. Музыка дает человеку такую энергию, такой силы, что она обладает катарсическим влиянием, очищающим душу от последствий стресса. Мы видим иногда слезы на глазах у людей. Я наблюдала реакцию одного ребенка, это было совсем недавно, на прошлой неделе, мальчику 4 года. Он только научился ходить, у него тяжелое генетическое заболевание, он почти не понимает речь. Знаете, когда я спросила его отца, он живет с отцом, без матери, с рождения. Отец вдруг произнес: он любит Моцарта. Я поиграла Моцарта и так искоса поглядела на этого ребенка вот так. Что я увидела? Выражение лица. У него косоглазие неврологическое такое. Как он весь подался вперед, 4-летний ребенок, не умеющий говорить. Ручки протянул к инструменту и потом сделал несколько шагов. Он только научился ходить, несколько шагов к инструменту. И так что-то такое пытался дотронуться до клавиш. Мы с ним играли потом вместе. Какая была реакция? Выражение лица. Что такое выражение лица? Это переживание. Это глубинные процессы, которые происходят. Вот оно катарсическое влияние, например, у маленького ребенка. Я это наблюдаю постоянно, я работаю в больнице детской. При музыкальном восприятии очень мощно работают психические функции. Воображение, мышление и речь. Это высшие человеческие психические функции. Давайте себе представим. На сцене сидит 80-летний пианист Владимир Горлиц. Ему 80 лет, и он играет концерт. Это 2,5 часа музыки. Играется все наизусть. Какая должна быть память, чтобы 2,5 часа удерживать в голове столько нот? Артур Рубинштейн, ему тоже 80 лет, оба в Америке. Но Владимир родился у нас в Киеве и почти всю свою жизнь он прожил за рубежом. Артур Рубинштейн, пианист, в таком же возрасте играет концерт 2,5-3 часа музыки наизусть. Исследовано, что у любителей музыки при музыкальном восприятии включается правое полушарие. А у музыкантов-профессионалов левое. Отвечает много каких функций, в том числе за мышление. И вот этот пример музыкантов, у которых такая великолепная память, это же значит мышление, у них работают синхронно оба полушария. Вот почему я мечтаю о том, чтобы все дети планеты получили музыкальное образование обязательное, такое же, как в школе дают математику, язык и много еще чего. Тогда психические функции на планете возрадуются. Глядишь, может быть, жизнь станет светлее, и меньше будет войн на Земле. Сергей Васильевич Рахманинов
русский композитор, творчество которого он родился в XIX веке, но творчество ему пришлось на первую половину XX. Великий пианист, лучший пианист в мире в начале XX века, дирижер, патриот. Как он любил родину. Он никогда ведь не приехал потом в Россию, когда вот он ее оставил, это было после революции. Он не мог принять революцию, поэтому уехал. И вот у него есть, поскольку он был великим пианистом, так он любил писать музыку для фортепиано, для своего инструмента родного. И вот у него есть прелюдия, поэтичнейшая прелюдия, такая мажора-минорная тоже. Там ре-мажор, но он какой-то минорный. Вот музыка звучит как ноктюрн, с такой русской печалью. Исполнит эту прелюдию Любовь Ветошкина.
называется музыка. Когда и правая, и левая рука через волшебство поют на клавишах двухцветным, и звездную росой обрызгана тоска, и колокольчики журчат в мечтах рассветных. Тогда священна ты, как солнце луч в движении тумана, и голос сердца ты, и листьев ты рассказ, и в роще дремлющей идущая Диана. У Рахманинова есть прелюдия в другой тональности в соль диез миноре. Она тоже из моих самых любимых прелюдий Рахманинова. Вот когда ее слушаешь, там особенно слышна эта русская песенность. Вы услышите просто русскую песню, а на ее фоне мы услышим русский колокольчик под дугой. Вспоминаются строхи Александра Сергеевича Пушкина. Колокольчиком назвучным томительно гремит. Эту прелюдию сыграет тоже Любовь Витошкин. Соль диез минорная прелюдия.
священный миг, но время быстротечно. Вот и аккорд последний прозвучит. Пусть говорят, что музыка не вечна, но вечен дух, что музыку творит. Что же питает классическую музыку? В заключении возникает вопрос, где ее исток? Ее исток в народном творчестве. Мы сейчас это слышали в музыке Рахманинова. Народная песенность. Музыку творит народ, а мы ее только аранжируем. Это слова Михаила Ивановича Глинки. Сейчас вы услышите русскую народную песню «Ах ты, душечка, красная девица». Ее исполнит вокальный квартет студентов колледжа искусств. Вот она, душечка, про нее песня. Алексей Исаков, Антон Миганов, Николай Жуков, Владимир